Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Каждый человек задумается над высшими вопросами жизни, в том числе и над вопросом о существовании Бога. И каждый человек для себя решает, в какие отношения вступить в отношении этой высшей реальности. Поскольку основу российской культуры составляет монотеизм, то есть учение о едином Боге, выраженное в трех родственных традициях — христианстве, исламе и иудаизме, то сегодня в рамках нашей передачи мы поговорим о том, в какие отношения человек вступает с Богом и какие отношения могут здесь существовать. Вообще существует всего 4 позиции: атеизм, деизм, теизм и пантеизм. Атеизм — это отрицание Бога, когда человек полностью игнорирует иную реальность, полностью отвергает все то, что невозможно измерить, все то, что невозможно пощупать и как-то иначе соприкоснуться в контексте материального мира. Что такое атеизм, мы все хорошо помним. В нашем недавнем прошлом был глобальный эксперимент над человеческими жизнями по внедрению атеистической идеологии в сознание людей. И чем закончился эксперимент, мы тоже знаем. Он провалился. Несмотря на то, что огромная машина, идеологическая машина работала над тем, чтобы люди отвергли своей жизнью Бога, тем не менее вера в Него сохранилась. И как только режим пал, многие люди вернулись к вере, вернулись к религии. Вторая позиция в отношении Бога — это деизм. Деизм предполагает веру в то, что Бог существует, что Он создал этот мир, но после его создания устранился от него. И мир существует как бы уже без участия Творца по тем законам, которые тот определил для него. В свое время такая позиция помогла появиться светской науке, когда многие ученые, живя в религиозном обществе, не могли отрицать Бога, поэтому они признавали его существование, но в то же время уже не занимались богословскими вопросами, а занимались теми принципами, теми законами, по которым построено мироздание, и, изучая их, формировали современную науку. Многие ученые до сих пор придерживаются этого принципа, и когда люди науки говорят о том, что они веруют в Бога, они зачастую веруют в такого отстраненного Бога, не то, как его понимают многие верующие. Третья позиция — это так называемый пантеизм, то есть учение о том, что Бог и мир, они нераздельны. Мир и есть проявление Бога. В этом мире не существует ничего, кроме как самого Всевышнего. Все, что мы видим, все, что мы наблюдаем, все, с чем мы соприкасаемся, это есть различные формы проявления Всевышнего. То есть Бог, Он как бы фонтанирует в те формы, которые мы называем материальным миром. Или можно сказать по-другому: все, что мы видим, все, что мы наблюдаем, это как бы мысли Бога, как будто мы живем в мыслях Бога. Он представляет этот мир, и в результате мы видим то, что мы видим. Пантеизм, он сегодня достаточно популярен. Его придерживаются во многих мистических традициях, и многие видят пантеистическое понимание Бога как точку соприкосновения для единения светских ученых и, собственно, верующих. Потому что если не существует ничего, кроме того, с чем мы соприкасаемся, и неважно, либо это материя без Бога, либо это Бог, выраженный в материи, то, в принципе, эта единая реальность, она единая для всех, и для атеистов, и для верующих людей. Однако традиционная религия придерживается другой точки зрения, придерживается концепции теизма. Бог и мир — это нечто раздельное между собой, но в то же время Бог постоянно участвует в этом мире. Он отвечает на молитвы верующих, Он помогает страждущим, Он спасает тех, кто нуждается в Его поддержке. Бог религия, Бог теизма — это Бог, который слышит нас, который откликается на зовущего. И именно такого Бога, Бога, участвующего в жизни людей, и исповедуют традиционные религии. Таковы 4 возможные позиции в отношении монотеистического Бога. Атеизм — Бога нет. Деизм — Бог создал мир и устранился. Пантеизм —
Бог и мир — это одно и то же, и теизм. Бог участвует, постоянно участвует в жизни мира, в жизни человека. Какую из этих позиций занять, каждый человек решает сам. Однако в последнее время очень многие придерживаются другой, пятой позиции, которая в науке именуется как агностицизм. То есть человек говорит: «Я не знаю, существует ли Бог». Человек уходит от ответа на главнейший вопрос человеческой жизни. Он, как говорится, умывает руки. Он ни рыба, ни мясо. Он не может определиться, атеист он или верующий. К сожалению, агностицизма, то есть позиции «я не знаю», «я не задумываюсь над этим», сегодня этой позиции придерживаются люди не только в религиозных вопросах, но и в тех вопросах, которые являются социальными значимыми, в вопросах политики, в вопросах экономики, в вопросах гражданского общества. Когда перед нами жизнь поднимает проблемы экологического характера, когда жизнь перед нами поднимает проблемы нравственности, проблемы политики, проблемы экономики, когда нас спрашивают, допустима ли смертная казнь, когда нас спрашивают, нужно избирать или назначать губернаторов, многие люди в ответ на это говорят: «А я не знаю, моя хата с краю». Человек уходит от ответа на важнейшие вопросы человеческой жизни. Когда человек определяется с той или иной позицией в отношении Бога, отрицать ли его или признавать, то тем самым он берет на себя ответственность за свое мировоззрение. И именно такой человек, который не боится ответственности, сможет проявить четко, внятно и ясно и свою гражданскую позицию по тем вопросам, которые волнуют всех людей. Но если человек занимает страусиную позицию по принципу «я не знаю», «меня это не касается», «меня это не волнует», то тогда мы никогда не сможем построить гражданское общество. Потому что если люди живут исключительно в своих обывательских мирках и не задаются теми вопросами, от которых зависит наше будущее, то мы будем превращаться в серую массу, в легко управляемую серую массу. Верить в Бога или нет, каждый решает сам. Но пусть этот выбор будет сделан, и пусть каждый человек сделает выбор в соответствии с тем, что велит ему его сердце. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение.